Всем привет! Я Алсу Шакирова, и это ТОП-5. Сколько фильмов о татарах, снятыми не татарами и не про татаро-монгольской иго, вы можете назвать? Если вы вспомнили хотя бы один фильм, то вы большой молодец. Сегодня я расскажу вам о фильмах, где главные герои татары, а снимали их люди другой национальности. На пятом месте фильм «Моабитская тетрадь», снятый в 1968 году режиссером Леонидом Квинидзе. В Берлине состоялась встреча президента независимого татарского государства, столица Казань, господина Шафи Алмаза, с видными представителями мусульманского движения. Собравшиеся единодушно решили организовать национальный легион, чтобы бок о бок сражаться за освобождение своей родины от ига большевизма. Это фильм о татарском поэте Мусе Джалиле. Во время операции Великой Отечественной войны Джалиль, получив ранение, попадает в плен к немцам. В немецком концлагере он пытается организовать подпольную антифашистскую организацию, но в результате предательства со стороны недругов снова попадает за стенки, на этот раз в берлинскую тюрьму Моабит. Его приговаривают к смертной казни. На четвертом месте фильм «Татарский триптих», снятый в 2004 году режиссером Александром Муратовым. На основе этого фильма лежат 3 новеллы о Фатиме, Амине и Мириам. «Татарский триптих» – это фильм о любви. Героини 3 историй готовы к встрече с этим высоким чувством, но действительность перечеркивает их мечты. Эмине из-под шайтана выдают замуж за пожилого мужчину, который ей глубоко неприятен, и лишь в мечтах она может грезить об идеале. Красавица Фатима погибает, пытаясь освободиться от постылого нелюбимого мужа. А счастье умной интеллигентной Мириам погибло из-за неприязни ее родителей, осуждавших свободный образ жизни будущего зятя. На третьем месте фильм «Замри, умри, воскресни», снятый в 1989 году режиссером Валерием Каневским. События фильма происходят в маленьком шахтерском городке Сучан. Это город, полностью поглощенный угледобывающей промышленностью. В местных бараках живут почти что нищие рабочие. На дворе 47-й год, они работают практически ни за что, но уйти не могут. Главные герои – Галия и Валерка, только подростки. Они не пытаются разобраться в том, что же в их жизни хорошо, а что плохо. Они не могут представить себе жизнь без угольных шахт. Для них Сучан – это родной город, и они любят свой дом. На втором месте фильм «Путевка в жизнь», снятый в 1931 году режиссером Николаем Экком. Мустафа пришел! Молодец, Мустафа! В Москве орудует одна из многочисленных шаек беспризорников. Ребята, собравшиеся в ней, давно живут на улице. Милиция проводит облавы, поймано около 1000 беспризорников. Почти все они были распределены по детским домам, но есть ребята, которые бегут из всех детских домов, которые их направляют. У одного только Мустафы 8 побегов и 15 приводов. Для таких, как он, создали трудовую коммуну. Ребята будут работать столярами, сапожниками, плотниками. Оставаясь свободными гражданами, они будут кормить себя сами, но не воровством, а работой. А на первом месте фильм «Возвращение чувств», снятый в 1979 году режиссером Марком Асипьяном. Этот фильм о немолодой паре, который приезжает на отпуск в свою родную татарскую деревню. Альфия – врач, Раиль – инженер. Встреча с забытым прошлым и близкими людьми помогает восстановить утраченную искренность и теплоту чувств обоих. Фильм сопровождается красивыми татарскими песнями и мелодиями. Спасибо вам за внимание. Пишите, какие фильмы вы еще знаете. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч. Пока!